Это региональная проблема. За пределами Татарстана узбеков не учат носить татарского языка. Более того, за пределами Татарстана и Башкирии люди, как правило, не знают о том, что где-то такое происходит. И если знают, то они слышат об этом краем уха и не воспринимают это как что-то страшное. Они это воспринимают как, дополнительный предмет в школе. Подумаешь, вот у нас москвоведение, у них татарский язык. Таким образом, необходимо просвещение, необходимо вынесение региональной повестки дня на общерусский федеральный язык. Средства массовой информации в цивилизованных развитых странах, они являются общественно обусловленными. То есть общество заинтересовано в развитии средств массовой информации. Если оно не заинтересовано, эти средства массовой информации тут же умирают. Но у нас вот в России, в частности в Татарстане, с начала 2000-х годов вся медиаструктура, она развивается вопреки запросам общества, а исключительно благодаря финансированию и разработкам местного руководства. Кстати, впервые 2 года назад мой друг, единомышленник и учредитель нашего агентства Модест Колеров, он впервые заговорил об этнократии в Татарстане. Это вызвало огромный вал критики по отношению к нему. Но, в общем, я считаю, что он совершенно прав. Этнократия в Татарстане, она так или иначе регулирует средства массовой информации, в том числе и федеральные средства, которые здесь в большинстве случаев находятся на договорах или состоят в каких-то договорных отношениях.